Власти Таджикистана скрывают информацию о сроке заключения экс-судьи Рустама Саида Ахмадзода. Рахмон поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума, который изменит Конституцию Узбекистана. Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Таджикистан. Таджикистан вновь воздержался от голосования на Генассамблее ООН против России. Бывший судья суда Бабаджун-Гафуровского района Сагдийской области Рустам Саид Ахмадзода обжаловал вынесенный ему Верховным судом Таджикистана приговор. Однако ни судья, ни адвокат, ни родственники осужденного не говорят о том, на какой срок он был осужден, об этом сообщает Радио Зоди. Корреспонденты Радио Зоди 1 мая обратились в Верховный суд Таджикистана, чтобы узнать подробности вынесенного 3 недели назад приговора. Однако внятного ответа не последовало. Один из работников Верховного суда сказал, что не имеет права говорить о вердикте суда, поскольку он пока не вступил в законную силу. На какой срок заключения приговорили Рустама Саида Ахмадзода, он не сказал, лишь отметив, что бывший судья подал кассационную жалобу. Впервые в истории независимого Таджикистана власти скрывают информацию о сроке заключения осужденного. Скрывают эту информацию адвокаты и родные Рустама Саида Ахмадзода. Источники Радио Зоди ранее сообщили, что гособвинитель запросил для Рустама Саида Ахмадзода наказание в виде 9 лет лишения свободы. Суд над Рустамом Саида Ахмадзода проходил в здании Душанбинского СИЗО. Журналистов на громкий судебный процесс не пустили, родители бывшего судьи также не попали в зал суда. Эмомали Рахмон поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по поправкам в Конституции Республики Узбекистан. Среди изменений – это увеличение срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет. Итоги референдума еще раз подтверждают высокое доверие и твердую поддержку народом Узбекистана вашего стратегического курса, нацеленного на дальнейшее социально-экономическое развитие общества и укрепление государственности в стране, говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана, текст которого приводит пресс-служба президента. Рахмон пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, благополучия и устойчивого прогресса. По предварительным данным, ЦИК Узбекистана за обновленную Конституцию 30 апреля проголосовали свыше 15 миллионов граждан, или 90,21% принявших участие в голосовании. Конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Поправки внесут в 65% статей основного закона страны. Конституционный закон о Конституции Республики Узбекистан вступил в силу с 1 мая, со дня объявления окончательных результатов референдума Центральной избирательной комиссии. Согласно закону, вместо Конституции Узбекистана, принятой 8 декабря 1992 года, утверждается ее новая редакция. Днем Конституции остается 8 декабря. Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Таджикистан в рамках серии официальных визитов в Республике Центральной Азии. Планируется, что в Душанбе Инфантино примет президент страны Эмомали Рахмон, а также состоятся официальные встречи глава ФИФА с руководством Федерации футбола Таджикистана, на которых обсудят вопросы развития футбола в республике. Кроме того, Инфантино примет участие в работе 8-го конгресса Центральноазиатской футбольной ассоциации в Душанбе, на котором пройдут выборы руководящего состава организации на новый 4-летний срок. А единственным кандидатом на пост руководителя Центральноазиатской футбольной ассоциации будет действующий глава организации Рустами Эмомали. Помимо Инфантино в мероприятии примет участие президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрахим аль-Халифа, который также посещает страны Центральной Азии с рабочими визитами. После Таджикистана Инфантино отправится в другие страны Центральной Азии. Так, 3 мая ожидается его визит в Казахстан, 4 мая в Кыргызстан, 5 мая в Узбекистан.
Генассамблея ООН со 122 голосами «за» приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, где упомянута агрессия России против Украины. Казахстан, Китай и Турция поддержали резолюцию. 3 центральноазиатские страны – Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан – воздержались от голосования за резолюцию Генеральной Генассамблеи ООН. Казахстан и Китай проголосовали за резолюцию, которая содержит жесткие формулировки по отношению к России в связи с ее вторжением в Украину, несмотря на то, что ранее эти страны, как правило, воздерживались при голосовании за подобные документы, пишет об этом Радио Свобода. Голосование состоялось 26 апреля. Всего резолюцию сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы поддержали 122 страны, среди которых и ряд других государств, которые считаются дружественными России, в том числе Армения, Индия и Бразилия. В документе, в частности, говорится о беспрецедентных вызовах, которые стоят перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии. В ней также содержится призыв возместить ущерб, нанесенный жертвам агрессии. Против документа проголосовали 5 стран. Помимо России, это Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.